ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Работа парламентария Ольги Савастьяновой и председателя Госсовета Надежды Дорофеевой, организованная в Ухте в четверг, 15 марта, не в последнюю очередь коснулась сферы образования. Законотворцы посетили общегородское родительское собрание, тема которого звучала как послание президента России, перспективы и возможности участия родителей в контроле за изменениями в образовании. В начале вечернего собрания мам, пап и педагогов присутствующие заслушали сообщение Ольги Савастьяновой о задачах, поставленных лидером страны. Мы должны войти в клуб стран, где продолжительность жизни составляет 80 и более лет. На сегодняшний день эта продолжительность составляет 73 года. Но я хочу сказать, что это непростая для решения задача, но абсолютно реальная. Очень важно для решения этих вопросов все, что касается вопросов семьи, материнства, отцовства и детства. Поэтому принято решение с тем, чтобы на эти вопросы было выделено 3,4 триллиона рублей. Это достаточно большая сумма. И, разумеется, эти вопросы невозможно рассматривать вне сферы образования. Только вот как это самое образование развивать в отдельно взятом городе, если нет кадров? Пока ухтинские школы на должном уровне, но в большинстве благодаря педагогам предыдущих поколений. В городе 80 вакантных мест для учителей. Единственным выходом из этой ситуации педсообщество считают возвращение традиции распределения выпускников вузов. С Конституцией Российской Федерации мы не можем вернуться к той практике, которая была в советское время. И говорили как раз о том, проблема эта серьезная есть, и ей надо заниматься. Что касается закрепления, сейчас подготовлен такой проект закона, и он будет внесен и обсуждаться в Государственной Думе с тем, чтобы те, кто на бюджетной основе, соответственно, эти деньги отрабатывали. Еще одной проблемой образования, в первую очередь профессионального, стал вопрос о подготовке рабочих профессий. Есть те, кто, оканчивая 9 класс, хотел бы остаться в родном городе, отучившись хотя бы на того же строителя, только вот негде. Хорошо, что вы по просьбе республики в свое время присоединили индустриальную технику, который как раз-таки готовит этих специалистов. Но как нам сообщили в Министерстве образования, Государственный совет урезал финансирование. Да, контрольный центр урезал до невозможности. И теперь у нас стоят 2 помещения пустых, практически. После этого заявления было решено результат оптимизации профобразования пересмотреть. Председатель Госсовета Надежда Дорофеева пообещала вопрос взять на контроль и уже под занавес рабочей недели обсудить отсутствие профподготовки поваров и сварщиков в Ухте с министром экономики Республики Коми.